Насмешка над таджикским зрителем. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджики обманули своих же соотечественников и что об этом говорит российский критик. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. В Таджикистане с концертом выступила фальшивая Юлдуз Усманова. Зрители быстро раскусили подмену, а в итоге выяснилось, что вместо знаменитой узбекской певицы на сцену вышел мужчина-пародист. Мошенники обманули зрителей, администрацию города, да и самого артиста. Он и не знал, что люди пришли на концерт Юлдуз Усмановой. Российский музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал концерт фальшивой певицы. Музыкальный критик провел параллели с 5 составами «Ласкового мая», которые гастролировали по России. Это был исключительный вариант. Юлдуз Усманова и «Ласковый май» очень далеки по масштабу. Это нельзя даже сравнивать. Тогда это было новое явление в музыке, поэтому группа произвела фурор и имела дикий успех, заметил Соседов. Соседов поведал, что приезжал в Узбекистан, чтобы познакомиться с местной эстрадой, назвав Юлдуз Усманову очень знатной певицей. При этом заметил, что в Узбекистане достаточно певиц такого плана. Один и тот же репертуар, один и тот же стиль. Музыкальный эксперт добавил, что данная ситуация с концертом в Таджикистане плохо характеризует организаторов концерта и администрацию города, которая не проверила информацию официальных представителей певицы. «Я думаю, что это просто афера. Афера наглая. Странно, что ее вскрыли, неискушенный зритель мог вообще ничего не заметить. А раз выступал мужчина, то это не просто шоу двойников, а настоящее травести-шоу», иронично заметил музыкальный критик. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Эта насмешка над таджикским зрителем. Не просто представили другую певицу, а осуществили подмену с особым цинизмом, выдав за певицу мужчину. Это очень смело в качестве аферы, добавил Соседов. Эксперт акцентировал внимание на том, что травести-шоу стоит значительно дешевле, чем концерт Юлдуз Усмановой, а разницу в гонорарах промоутер явно положил себе в карман. Соседов добавил, что с промоутера необходимо получить компенсацию для зрителей, купивших билет на подделку. При этом основной сложностью является концертный договор. Возможно, он составлен так, что компенсацию будет проблематично получить даже через суд. Так часто и в России обманывают известных исполнителей, заметил Соседов. На этом у нас все. Просим вас написать нам в комментарии темы, которые вы хотели, чтобы мы раскрыли в следующих роликах. Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Также оцените наше видео подпиской и лайком.